На першы погляд гэтыя роботы выглядаюць цацачнымі, але сабраць такую прыладу і навучыцца і працаваць здолее далёка не кожны дарослы. А тут у ролі інжынераў-канструктараў выступаюць школьнікі. Гэта не проста забаўка. У 21 стагоддзі стаўка робіцца на роботатэхніку. Менавіта таму юных вынаходнікаў падтрымаў брэсцкі тэхнапарк. Внедряются аддитивные технологии, цифровой инжиниринг, робототехника. Почему мы должны быть в стороне этого движения, это направление? Потому что за этим будущим IT-технологии развиваются, IT-сфера развивается очень стремительно. Падтрымку мерапрыемству аказалі абласныя ўлады. Роботатэхніка даўно укараняецца ў эканоміку и з'яўляецца стратэгічнай галіной для Брестскага региона. Брестская область, она является лидером по развитию робототехники в Республике Беларусь. Наши предприятия очень активно используют, замещают ручной неквалифицированный труд на труд роботов, что позволяет снижать себестоимость, увеличивать прибыль и, соответственно, получать дополнительные деньги. Роботы и их стваральники спаборничаюць у 10 номинациях, в зависимости от той задачи, какая поставлена перед машинами. Когда он подъезжает к черной баночке, он ее замечает инфракрасным датчиком, говорит ее цвет и сбивает ее. Показывает, если он находит белый, он называет его цвет и отъезжает назад. И так далее. На таких, здавалася б, простых заданнях удзельнікі фестывалю адпрацоўваюць базовые навыкі. І не выключана, што ў перспектыве гэтыя дзеці стануць канструктарамі складаных роботаў, якія будуць працаваць на конвейере ці нават даследаваць іншыя планеты. Сейчас работа ведется вот здесь над тем, чтобы эти ребята там через 10-15 лет были теми, кто будет двигать вперед экономику и вообще технологии в нашей стране. Робототехника дает самый разнообразный набор навыков, начиная там от электроники, заканчивая программированием и механикой, которая позволяет им развиваться самым разнообразным образом. Усяго Smart Roboфесце взяли удзел 130 камандаў. Арганізатары абяцаюць зрабіць мерапрыемства штогадовым і праводзіць яго паралельна форуму дзелавых кантактаў. Валентин Бойко, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».